Музей Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Платоновича Дбар. Музей имеет 8 залов. Это один из залов, зал называется «Зал искусства». Это Таиф Аджиба, угол, который без вести пропавший, до сегодняшнего дня его нету. Это Андрей Соловьев, герой Абхазии, который всю войну прошел и снимал в центре города, который был убит. Это Виталий Кецба, который нам дал вот эти тысячи фотографий в дар музею, дал во время войны, который снимал. Это Саида Делба, которая в Гудаутах выпускала газету «Аубла», и находилась она здесь. Это зал генералов, это Султан Сосналиев, это его куртка. Вот в этой куртке он перешел тогда границу. А это все его фотографии. Смотрим. И Сергей Платонович Дбар. Эта идея была назвать музей именем Сергея Платоновича Владислава Григорьевича Ардзенба. Кто из России воевали, а вот эти трое из Осетии, мы не можем просто фотографии найти. А вот Северный Кавказ весь вот здесь. Вот здесь все погибшие из Турции, из Сирии, Иордании, которые были погибшие здесь похоронены. А вот это оригинал того, что если мы погибнем, клятва, которую они написали, если мы погибнем на исторической родине, просим вас не забирать нас отсюда и похоронить. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и уделяете его нам. Мне хотелось бы познакомить вас со зрителями. Вы могли бы немного рассказать о себе? Могу. Я родилась в селе Мгудзархва Гудаутского района, закончила Мгудзарскую среднюю школу в 1978 году, поступила в Абхазский государственный университет, филологический факультет, закончила на отлично. После того, как мы закончили, сразу же я была распределена в Министерство культуры. Отдел заведовала Екатерина Бебе, профессор. Меня и Алина Ачпа туда отправили, мы работали там 2 года. После этого в 1984 году меня перевели редактором издательства Алашера. Ко мне приехал с Гудауты Иналыпа Владимир Сафарбеевич, который известный был, он был заводделом культуры. И он с предложением ко мне приехал, что в Гудаутах хочет создать музей. Его вся родня со стороны матери, со стороны бабушки, все были расстреляны в 1937 году. Он был в утробе, когда его отца забрали. Я очень долго думала, мне эта работа очень нравилась, но решила вернуться сюда. И я поверила в этого человека, вернулась. Он все сделал, все, что мог, чтобы организовать этот музей. Тогда могли бы вы рассказать про атмосферу того периода, и с чего начался дальнейший ваш путь? Это 1984 год, когда я в районе собирала сотня, вот что было в 2014 году, война, всех участников, списки восстановила, очень много фотографий собрала, но не всех, потому что у многих вообще фотографий не были. И 1937 год по всему району мною было собрано. Этот человек мне давал, у них служебные машины были тогда, и я могла ездить на машине, вот собирать материалы. И 41-45 годы по району все мною было собрано. И тогда материал, когда собрали он Ленинскую комнату выделил. Тогда в советское время при Доме культуры везде это было. Там сидела, вот он как помощницу меня вот с Дома культуры перевел, Званбая Нанулия Васильевна. Она до сих пор с нами здесь в музее работает. И когда война началась, вот 14 августа, я находилась в Ачиндарах.
я собирала материалы, абхазы назывались, вот эти фотографии, старые фотографии собирала. И со мной был Зенон Авицба, а он был главой администрации Гудаутского района. Мы пошли пешком, и эти хагбовцы, как сегодня помню, во дворе двое жили, два брата вместе. Как только вошли, она начала кричать, что война началась. И в это время, это далеко от сельского совета, но у них колокол висел. И сразу же колоколом начали стучать, и во всю вот деревню все бежали, война началась. Глава извинился передо мной, я должен бежать. Говорит, я осталась там где-то в глубине, у меня 3 детей было, они все в садике были, кроме маленького. Он болел тогда еще у меня. И я не помню, как я дошла до Абгархука, я пешком шла, все машины переполнены были. Кто-то меня подвез до вот Ачиндарского поворота, там полно ребят было с оружием и уехали. Я домой вернулась, и нас вечером подняли в Хопе, а у меня мальчик был аллергичный очень. И на 3-й день он задыхался. Мы каждый конец месяца в Москву вылетали или вот в Псху летели. И нас спустили, но дороги с той стороны были закрыты, и с этой стороны были закрыты. Мы в больнице сказали, мы спасти не можем. Ой, это я первый раз рассказываю. И нас кораблем отправили через море, а там влажность еще хуже было. Мы дошли, нам там скорая встречала. Я первый раз увидела врача, Ачпалева там встречал. Нас забрали в реанимацию, а 2 детей там оставили. 2 детей, одной было 5 лет, а другой было 4 не было. Еще они там остались, но с ними тетя была. Мы вот где-то 15 дней там находились, потом мальчика отправили. И вот так началась 1-й день войны и все это время. И мы попали с ним в больницу Черемушкина в Москве. И мы там 6 месяцев пробыли, чтобы тогда с родителями не ложили детей. А он вообще, кроме абхазского, ничего не понимал. Годы 7 месяцев было. Я санитаркой устроилась, чтобы его видеть. И вот так выкарабкались. И я после Мартовского только смогла вернуться в Абхазию. Тот период, какие вести вы получали с дома? Это было страшно. Я боялась домой звонить. В январской операции вот самый близкий друг был у мужа, вот Эдик Трапщ. Он, когда война началась, он самолеты собирал, но их, наверное, штуки 20-25, но они необычные были, тяжелые. Он без матери, без отца был. Они оба фронтовики той войны были, и они умерли. После войны живые вернулись, он единственный был. Когда он на войну уходил, и он вот эти самолеты оставил и убежал сразу. Это мы уехали, тогда же ни интернета, ничего не было. А звонить очень было сложно, с больницы не давали вообще звонить. Они как-то узнавали через врача, и как мы там. И один момент мальчику стало плохо, отцу пришлось приехать туда. И вот тогда я узнала, что Трапщ Эдик Эдуардович погиб. Это такой стресс был, я вообще никого не хотела видеть. Он как будто чувствовал, он всю свою историю рассказал. Он мебель купил, тогда мебель спальня такое купить невозможно было, но семью создавал, купил. Они не разобраны даже были.
И сейчас, как знаете, мы, абхазы, все потеряли. Вот есть 41-45 года дома, где закрылись, люди не смогли туда зайти. А сейчас мы ни на что не смотрим, забываем. А потом в Мартовске еще хуже стало. А ведь Фридон, это близкий был человек, родственник, он командир батальона был. Когда он увидел, что все его солдаты не могут идти вперед, он встал впереди и сказал: это Родина, мы, если даже погибнем, мы должны сохранить. Когда он встал, Пабба Алик тоже комиссаром был, тоже пошел с ним. Они все, и Кови Герман, они были там прямо, как поднялись, расстреляны были, общие могилы были найдены. Таких моментов очень много было и есть. Просто мама очень мало осталась сегодня. Мы такие жестокие стали, что даже бумажку при Владиславе Григорьевиче Арзенба такое было, вот памятные листы, вот, что вы, мамы, герои. Вот так сейчас, если войдете, они выцвевшие, 30 лет прошло, где-то они хранят вот это. Просто идеологии нету. Вот это обидно очень. Я поняла то, о чем вы говорите. Вы пытаетесь сказать, что что-то ценное, которое раньше присутствовало у абхазов, оно ушло. Ушло. Это идеология, вы подчеркиваете? Это Апсора, вот что мы говорим. Почему Апсора у нас абхазцев держалась тысячелетиями, вот эта духовность, и вдруг резко за какой-то щелчок выбила нас? Потому что, я вам скажу ответ. Те люди, вот мое детство, я без отца росла, он был ветеран той войны, от ранения, потом его не стало, мне было 7 лет. Но люди, каждый праздник, какой бы ни делали, чтобы не забывали нас, приходили, что-то оставляли, не то, что кушать не было, но все близкие окружали, а сейчас этого нету, все закрылись, храмы какие-то построили, никому не нужные. А вот это человеческое вот этого абсурда, что было, я помню, у моего отца был друг такой, Жиба Леша, и они дружили очень. Когда я в школу пошла, каждый Новый год меня водил в магазин, или пальто покупал, или туфли, что-то. Я пожизненно вот это вспомнила. А я знаю детей, у кого отцы погибли, и мам нету, кстати, вот в этой войне. Никто их не помнит. Вот это боль ужасная. Я иногда спать не могу. Почему мы такие жестокие стали? Я думаю, что мы понахватали все, что и не нужно, и нужно, разбогатели без труда. Это не должно было быть. Вот сейчас ходят, печатают, что у нас у абхазов в русофобии что-то. Вот Рудковский роман такой был, в Сочи Дилхал, житель города Ростова. Когда услышал, что война началась в Абхазии, он в Абхазии никого не знал. Он перешел границу, и здесь он находился. И здесь познакомился Барциц Роман, его зовут, мальчиком. Он тоже единственный сын был. Он каждый раз, когда смену сдавал, к себе в Звандерш привозил его. И отец в один день, когда они приехали, он подходит Роману Рудковскому и говорит, что ты мой второй сын, чтобы ты знал. Я не хочу, он сказал, чтобы ты куда-то ушел. Я все время буду вас обоих ждать, он им сказал и отправлял. Уже война, конец войны, оставалось несколько месяцев. Вдруг ночью Апшма, хозяин, крикнули. И он сразу встал, он в возрасте был, жену разбудил. Ночью не зовут так просто, встань, он сказал. Когда он вышел, ему говорят, ты должен крепиться, твой единственный сын погиб в Шромах. Они сказали, подождите, говорит, а где мой второй сын? Он спросил. Русского кого-то привезли, мы там его оставили. Не надо моего сына домой заносить, я поеду, повезите,
Я посмотрю, он сказал, приехал, это был Рудковский, он его с собой привез туда, они оба вместе лежали, мать его, и эта барцица оплакивала сычку, мои сыновья, вот так она оплакивала. После, они во дворе их обоих похоронили, мать, вот сюда отдыхающие заходили, вот как пустые рамки висят, неопознанно висел. Они говорят, что тут у нас это в доме мать его живет, сколько разыскивает, говорит, это он или не он, ну все совпадало, что отчество, имя, и она приехала сюда, и она вот... Его родная мать, да? Его родная мать. Он здесь похоронен, каждый раз они сюда приезжают. Сейчас ее тоже долго не видно, потому что она тоже постарела, наверное. Они во дворе похоронены. После этого барцица сестра ушла на поле боя. Она всю войну прошла и живая. В доме она сейчас живет. Кукуца, можно ли предполагать, что именно по причине абхазства у абхазов, Апсуара, к нам пришли братья Северного Кавказа, к нам приходили люди других национальностей, вот как этот парень русский. Что-то, вот этот огонь, вот эта духовность, она притягивала их сюда. И вот это ценное, то, что мы теряем сегодня. Да, это причина, да? Я думаю, что мы очерствели просто. Мы вспомните, как вот кадры показывают, как мы их принимали, как мы их ждали. Ихний голос, вот что, вот присутствие ихнее, это много означало, дух подняли. Я никогда не забуду, Султан Сосналиев сюда приходил часто, вот, когда мы именем музея Сергея Эдбара называли, после этого часто приходил, и я с ним встречалась, в онкологии я лежала, и я с ним там тоже виделась. И что я хочу сказать, его приход, люди, тогда сейчас мы все говорим, что мы встали, да, многие же абхазы не хотели, говорили, давайте сдадимся. Это было и есть, и знают, кто это говорил. Но при этом... Сегодня тоже такие есть в политике, да? Да, сегодня тоже есть. Вот я хочу сказать, в это время, когда Владислав Григорьевич вышел, и я должен у народа спросить, я сам ничего не решаю, он сказал, когда он вышел, как вы думаете, мы сдадимся или будем воевать? Все кричали, мы будем воевать. Вот в толпе стоит самый взрослый человек, Мирот Гуальпа, который кричит. Вот эти кадры были, сейчас мы вообще последнее время не видим, а после войны это все показывали. И вот в это время с флагом, кабардинским флагом, первая группа, которая с Сосналиевым приехали, они спели, станцевали вот там. Вот эти кадры есть. И потом Султан Сосналиев, Сосланбекович рассказывал, как это было из-за того, что он афганец, он 20 автоматов перевез через границу, никто его не мог проверить, потому что он генерал русской армии был, он в Афганистане служил. И вот если бы эти кабардинцы, чеченцы, адыги, все, если бы не были русские, Скворцов, вот русский, я хочу рассказать, когда объявили, что первые дни не было взрывчаток. И объявление было, кто может делать взрывчатки самодельные, когда сказали, вот он здесь отдыхал с женой, Скворцов Сергей. Он пришел в администрацию и попросил, у меня жена и ребенок маленький, если вы можете их отправить, я останусь и научу, и могу сделать, он сказал. Но Гагра была тогда, грузины уже захватили Гагру, и через море только, но очень боялись они, но отправили, они дошли до Сочи. Но этот Скворцов здесь остался. Первый раз, когда танки прорвались вот в Гумстинский фронт сюда, первые 3 танка сбил он, и на 4-й он один, последний остался, и сам пошел туда и сбил, и погиб. Он посмертно, первый герой Абхазии, который получил один из них, Скворцов Сергей.
И вот он у нас висит здесь, имя его носит на Замостянке, улица Скворцова есть. Он здесь похоронен у нас наверху. И поэтому, и еще что я хочу сказать, вот тут пустые рамки из России, которые мы не можем найти, вот их немало, просто фамилия, имя, отчество. Говорят, что тогда же политика такая была Ельцина, что русские с абхазами, чтобы не были, такое было, не боялись. только русские, он и кавказцев не пускал сюда. Да, не пускали. Но... Это правда, что под трибунал даже хотел отдать? Их еле-еле Арцебай говорил. Да, выступление, вот встреча 3 сентября. Он хотел добровольцев отдать под трибунал. Под трибунал, это был, он сказал открыто. Это у нас есть записи, все вот здесь находятся. И поэтому обидно, что мы сегодня вот такие публикации идут, что я не помню, чтобы здесь сколько русских приезжают, которые войну прошли, уехали. Питеровцы, сколько их было, они высокие, красавцы такие все были. 4 человека погибло, но фотографии этих людей, скорее всего, говорят, что фамилии или что-то поменяли, поэтому не можем найти. Не свои называли, вы да, имеете в виду? скорее всего. За что сражались абхазы? А вот сегодня это самый правильный вопрос. За что сражались? Сегодня главное у нас богатство, деньги. Вот я вам по музею скажу, за что сражались. Мне так больно и обидно, вы не представляете. Родители ходят только. Очень редко, чтобы вот так, чтобы пришли. Вот у нас сейчас выставка была мартовская. Вы бы видели, мамы одни сидели, плакали, и мало очень людей. Разве можно, если бы не они, мы что могли бы делать? Я даже не знаю. Просто иногда спать не могу, думаю вот за каждого из абхазов. Вот если в городе живет, музею было 30 лет, вот сейчас. Музей создавал Владислав Арцебай, когда экономическая блокада, денег в Абхазии не было. Вот такое начал. А сейчас вообще такое отношение к людям, я имею в виду люди, простые люди, даже чиновники. Как можно так вот? Я хочу поблагодарить вот Восточный фронт, вот сейчас, которые люди в год 4-5 раз привозят детей. Вот завтра звонили с администрации Чимчиры, вот 3 автобуса привозят людей. Если дети не виноваты, потому что они не знают, в школах они не проходят, война вообще не знают, никто не знает, но идеологии нету никакой. Попробуй, в советское время у нас висели 45-41 годы, кто погиб. Мы наизусть знали всех. А сейчас ученика спрашиваешь, каждый день проходишь, кто, сколько погибших. Дети не виноваты. Классные часы должны быть. А классные часы должны быть на уровне истории Абхазии, чтобы рассказывать. Они же нигде не услышат, и так все закончится. Давайте вернемся к созданию музея в послевоенный период. Я хотела бы просто подчеркнуть, насколько сложно, в каких сложных условиях вам приходилось его создавать, да, и по какой причине вы проходили вот этот сложный путь. Именно по той, которую вы сейчас озвучивали, чтобы люди знали свою историю. Вот обидно, вот очень обидно. Я прихожу сюда в 8 часов. Это самое позднее утро. Я ухожу в 8 часов. Я не могу каждое утро заходить, смотреть в глаза погибших и не делать то, что мы должны. Это каждый должен понимать. И поэтому я хочу сказать, вот нету дня, чтобы Владислава Григорьевича Арцебая не вспоминала. Такого человека, я не молодая, мне 65 лет. Я такого человека в жизни не встречала. Первое, что хочу сказать, я нашла телефон, было собрано в 1984 году вот это все. Когда война началась, я с ребенком, меня тут не было. Ленинская комната так называлась, где жил, они там аджиама открыли,
А это все куда-то положили, и все, что мной собрано, большая часть, ничего не осталось. Там 2 кинжала было единственное, вот это мне очень жалко, это из сотни было. И это, ну, война... Из дикой дивизии. Да, с дикой дивизии, да, было. И что я хочу сказать, я номер телефона, тогда простые телефоны были рабочие, я нашла номер телефона, набрала, поздоровалась, Раиса, его однокурсница, подняла, а я сказала, что я с Кудауты, мы хотели встретиться с Владиславом Григорьевичем Ардзенбо и о создании музея переговорить. Продиктуйте телефон ваш, она сказала, и я продиктовала 33-36, кажется. 2 дня не прошло, он позвонил. Владислав позвонил вот на простой такой телефон. А кто-то, вот эта Валя, кажется, подняла, насколько помню, какой-то серьезный голос, говорит, кто-то звонит. Я подняла и по-абхазски, ну, чтоб Зеку, он сказал. Он говорит на русском так: какая смелая, говорит, что за музей вы хотите открыть? А я говорю, музей вот этой войны. Он был удивлен. Но я обращалась, тогда Саид Родионович был главой администрации, он сказал, действительно в районе не было денег, мы зарплату никто не получал. Я, говорит, как мы сделаем, я не знаю, как это сделать. Все фотографии, что я собрала, я когда его вижу, мне неудобно, все положила ему на стол. Ну вы верните, говорю, сами эти фотографии. Потом так вышло, долго стояла и вернулась, извините, говорю, я заберу их, я забрала. Он мне говорит, не нервничай, что-то придумаем. Но Владислав, когда позвал нас, вот это было тут, я уже почти, вот когда я позвонила, это был месяц где-то перед Новым годом, вот 94-й год, перед Новым годом позвонила. И мы работали тут, отдел культуры всегда помогали. Нам выделил этот Таркил, вот здесь помещение стояло 1810 года, здесь полицейская школа какая-то была историческая, и это посодействовал, тут библиотека была, Владимир Сафарбевич. Он перевел на вокзал, и все вот отдел культуры, ансамбль Рица, тут ужас, что творилось, мы сами убрали все. И он позвонил, секретарша позвонила на 2-й день, чтобы мы приехали к нему. Все отказались, к Владиславу не поедем, говорят. А тогда вот Батал Гунба и Заур Барцыц, я шла в райфо, чтобы поговорить с ними, и вдруг они худые идут, они оба воины были, и все в Цабале они стояли. Я говорю, Батал очень хорошо учился, мы вместе учили. Батал, ты где-нибудь? Нет, не работаю, там стою-ка. Я говорю, послезавтра еду к Владиславу, не с кем ехать, пожалуйста, вместе пойдем и вместе потом в музей будем работать. Он говорит, хорошо. Мы приехали, вот в Обни, в фойе полно, Гиви Камугович стоит, Павел Ардзенбо, ну все люди такие стоят, ну, нам неудобно стало. И мы как-то вышли, стоим там на балконе, и он открыл, здесь 2 должны были подойти, говорит. Там Павел Хакевич нас знал, и там мы заканчивали. Там стоят они, говорят. Он извинился перед стоящими и завел нас. Он был удивлен. Я сам приеду, говорит, я помогу, найду спонсоров, он сказал все. И он приехал, посмотрел здание, позвал вот эти, Ливана Ардзенбо позвал, Пашка Ардзенбо, еще Айба, вот кто-то что-то, кто имел, они отремонтировали вот это все, и бюджет Саид Родионович тоже что-то, кого-то нашел, тоже добавили. Мы открылись в 1994 году. Только единственный наш район мы собрали. Когда он зашел сюда, в маленький музей, везде посмотрел и подошел и говорит, я не понял, говорит, это здесь Гудаутский район только. Я говорю, да. Ему так обидно стало, что он говорит, я должен был подсказать.
здесь надо, это временно, и столицей Абхазии было, говорит, надо собрать всех по всей Абхазии, он мне сказал. И мы сказали, это будем делать. Но это так сложно было, потому что после войны многие места жительства поменяли. По Сухому я не могла 96 человек, где живут, найти. Паспортные столы везде. Сколько я ходила, я даже не знаю. И в итоге я 15-летие, когда было, фотоальбом выпустили, его Кесо Хагба, автор и я были. И мы 5-летие Победы. И мы приехали к нему туда, в Пицунду, он уже в коляске сидел. Он спрашивает, как только чуть поговорили, собрали вы список? И я была, просто не знала, что сказать. Я говорю, половина, но не все. Он только думал, это очень жалко, он мне сказал. Прошло время, уже 15-летие. Я в 2006 году онкологически заболела, меня вывезли, это долго не работало. Когда я вернулась, по жаре нельзя было ходить, это нельзя было ходить. Еще раз спросил у меня, вы нашли? Ну, почти заканчиваю. Но мне полжизни это я потеряла. Вот 30-летию только все смогли. В этом помог Амдж Барауль Варламович. Это человек вот в восточном части, кого я не смогла найти. И вот по городу Сухом всех он нашел. Всех. Я так легко заснула в этот вечер. Я ему 100 раз сказала, мы хотели издать его фотоальбом. Эта идея была, Владислава, что каждой семье фотоальбом дать. Все, где есть они. 1706 человек. Именно на поле боя погибших. Еще есть там на охранника при исполнении служебных обязанностей 405 человек погибших. Это тоже у нас по Гудауте собрано, но из-за того, что восточная часть не собрана, мы не можем их вешать. Кстати, вот 7 человек в национально-освободительное движение, кто погибшие, мы официально письмо написали министру обороны. Хочу сказать огромное спасибо ему. Он ввел их в список при исполнении служебных обязанностей. То есть они тоже вошли, которые погибли тогда. И вот я думаю, уже все готово, журнал готовый. Вот это я думаю, что это выйдет, если оплатят. И сказали, что оплатят. И вот здесь я хочу добавить, был Боджго Баграт, главой администрации. Я к нему обращалась, когда он был, чтобы выпустить. Он сказал, помогу. Но он уходил с работы. 340 тысяч у нас на счету лежит. Вот сейчас я отдала туда, они там лежат, и мы будем выпускать. Я думаю, что добавят, там 1 миллион с чем-то, кажется, выходит на это. Каждой семье, чтобы можно было дать. И еще, что я хочу добавить, вот мамы каждый раз обращаются, я их понимаю, не все зверски были убиты на границе. Это ни одна мать не смогла открыть своего сына и посмотреть лицо или увидеть. Это самое страшное. Просто очень сложно собрать, и вот сейчас я думаю, что что-то решат они там. Сложно ли сегодня администрации музея в столь непростое политическое время отстаивать память абхазских героев и кавказских героев? Мы все время начинаем, про всех говорим, каждый экскурсовод. Бывает такое, группа, они подойдут вот к одному, точно, четко должен человек знать биографии всех этих. 1706 человек висят. У нас вот музей Отечественной войны народа Абхазии. Именно на поле боя погибших здесь только вы видите.
а другого зала нету у нас. Они все входят, кого вы имеете, и Шамиль Басаев. Мы выставки, когда делаем, в выставки они входят все вот эти, которые принимали, которых уже нету. На выставках все стоят. А здесь всех, кого вы видите, это только на поле боя погибших. Единственные командиры, которые вот после войны, их не стало от разных болезней. Вот их фотографии висят. И поэтому они никто... А так к Дню Победы общие фотографии у нас их полно. Отдельный он висел. Везде мы выставки делаем. Никогда никто ничего нам не говорил. Да. Да, Понятно. никогда. Мы делаем это. У вас очень интересная профессия. Может, мой вопрос отчасти тавтология, но все-таки я бы хотела еще раз его проговорить. Вы работаете с архивами, с историей прошлого и настоящего, которое решается сегодня. Какое самое важное, главное качество, которым обладали абхазы тогда, вот все время сквозит через все века? То есть, когда вы изучаете период дикой дивизии царского периода, архивов советского периода, героев, которые проявили себя, и вот сегодня, вот Вы знаете, это? вот в каждой истории, вот начиная с амхаджирства, что было? У нас всегда были такие люди, которые могли доносить. Это было. И вот я знаю историю, вот 1937 год об этом не говорим. Сегодня мы можем фамилии прочитать, кто доносил, которого не было. Не было этой истории, они придумывали, чтобы себя сохранить. А 41-45 годы тоже, тогда так четко было, их отправляли. Я видела заявление, где сосед пишет донос, что их 3 дома, никто не отправлен на войну, а мои братья все там. То есть таких уйма, хочешь, вот уйма. А в этой войне тоже, которые сбежали, на той стороне находились абхазы, сейчас приехали. И вот я на них смотрю, мне очень больно. Они думают, что деньгами людей... И есть, конечно, деньгами кого подкупают, но когда он там сидел, по барам, по ресторанам ходил, тут люди погибали. И вот как себе он жизнь здесь представляет, я не знаю. Вы хотите сказать, вот эти и пороки, и тогда, и сегодня они... Сегодня есть. Какое качество помогало нам выживать? Вот. Чистые люди. Вот чистые. Какой процент вообще в обществе он обычно? Сейчас чистых людей, знаете, вот незапачканных, я бы не сказала, что их мало. Их много. Молодежь, вот подрастающая молодежь, вот они очень чистые. Они хотят правду. Вот они ищут, вот я вам говорю, моя жизнь, вот Владислава Арзенба книга, вот я не знаю, через какие руки прошли вот эта книга. Они читают, хотят знать, что было в действительности на войне. Это, знаете, как радует. Я думаю, что посмотрите, какие вечера они проводят. Они на родном языке, не они виноваты. Это то поколение, наше поколение, что не говорят с людьми на абхазском. Если вот мы не поймем, что без языка мы родину не сохраним, мы ничего не сможем делать. И поэтому мне очень больно, когда ребенок такой красивый и не может владеть родным языком. Мне плакать хочется. Это война чистая, потому что без языка ничего не будет. Это другая форма войны. Войны, другая форма войны. Какой выход в спасении? В чем надежда народа? Единственное спасение, если мы все друг друга услышим, не разделенные, вот там, тут объединиться и одно дело делать. Строить государство нормальное, чтобы люди завидовали. Посмотрите, какой народ. Мне больно и обидно. Сегодня мы земли отдаем там, тут. Диаспора какая. Поработать надо, чтобы они вернулись. Вот сейчас женщина сама из Иордании купила вот здесь землю, чтобы жить. Просто надо работать, чтобы они вернулись. Вот там письмо лежит Владислава Григорьевича Арзенба, что писал Руслану Гожба.
Он пишет, тогда же письма нельзя было в советское время, через поезд передавали они друг друга. Найди побольше людей в Турции, ты уговаривай их сюда, чтобы они вернулись. Он же в своем выступлении сказал, если они не вернутся, наша диаспора, мы не сохраним государство. А кто-нибудь это слышит? Просто лозунгами, вот его фразы «везде бы висели бы», больше ничего не надо У было. меня один вопрос к вам. Да. Невозвращение махаджиров. Что будет для Абхаза? Абхазии не будет. Следовательно, и абхазов? И абхазы, как абхазы себя сохранят, абсолютно. Тарадзай Табуб, Ой, еще раз Табубчики. спасибо вам за Табуб. ваше время. Хашча джинджуарыда и хипшум апсуахант карах сыргылом. Ортуртурыхт псадилах рырханхра милат идейный алару. Братья наши, без них мы государство не построим. Это историческая родина их не должны вернуть. Национальной идеей должно быть только это, он сказал.